Ну что ж, еще раз всем доброго вечера. Мы продолжаем работать в прямом эфире, и у нас еще одни гости. Анипа Усупкуджоева, ментор проекта «Девочки в науке», директор Кыргызско-германского института. Здравствуйте, Анипа. Очень приятно с вами увидеться вновь. И очаровательная Елена Чигибаева, ментор проекта «Девочки в науке», соучредитель общественного фонда ТКИ. Добрый вечер. Спасибо, что нашли время, спасибо, что пришли к нам. И вообще спасибо за эту чудесную инициативу «Девочки в науке». Давайте мы уже тогда начнем не с того вопроса, который я вам озвучила заранее, а для того, чтобы наши зрители, кто, может быть, не в курсе этого проекта, чтобы они поняли, о чем идет речь. Что это за такой проект, как вы пришли к идее создания этого проекта? Ну, я, наверное, немного расскажу о проекте, суть, цели, задачи проекта. А вообще проект «Девочки в науке» финансируется ЮНИСЕФ ПРООН и реализуется 3 организациями. И одна организация, Международный общественный фонд «Инициатива Розы Утунбаевой», который уже долгое время как раз-таки занимается вопросами женщин, девочек и так далее. Этот проект на самом деле нужен для Кыргызстана. Почему? Потому что здесь главной целью является привлечение девушек именно в STEM направлении. То есть STEM – это наука, технология, инженерия, математика, которая как раз-таки является актуальным направлением для Кыргызстана. Но анализ последних лет показывает, что очень мало девушек идут на технические направления, то есть многие девушки не хотят заниматься наукой, то есть это связано со многими причинами, то есть определенные стереотипы в обществе, что девочка должна сидеть дома, то есть она должна удачно выйти замуж и так далее. И как раз цель данного проекта заключается в том, чтобы девочек заинтересовать, чтобы они в будущем выбирали именно STEM направления, то есть технические направления, которые на самом деле очень актуальны для Кыргызстана, потому что без развития науки и техники невозможно говорить вообще о развитии экономики в целом в Кыргызстане. А как это происходит? Вот вы приезжаете в школы, да, и говорите: так, девочки, сегодня мы там будем говорить, или как вообще проходит этот процесс отбора участниц ваш проект? Ну, отбор участниц, он был начат в прошлом году, с сентября месяца, то есть есть пилотные школы, 80 школ с города Бишкек, из города Ош, которые принимают активное участие в этом проекте. То есть, региональные школы, которые находятся в удаленных районах? То есть это будет уже, скорее всего, следующим этапом данного проекта, но в настоящее время мы работаем сейчас с пилотными школами города Бишкек и города Ош, и отбор проводился совместно фондом Утунбаевой с Центром защиты детей, которые как раз-таки отбирали девушек, ну, можно сказать, из малообеспеченных семей, из разных семей, чтобы им помочь. И есть 2 компонента этого проекта. Я хочу отметить, что первый компонент – это подготовка девочек по ОРТ, то есть к общереспубликанскому тестированию. И второй компонент – это программа менторства. Как раз-таки вот мы с Еленой выступаем в качестве ментора в этом проекте. Да, я хочу еще тоже добавить, потому что мне еще помимо менторства удалось побывать в роли тренера для тренеров. Это как раз-таки Центр защиты детей занимался подготовкой более 500 равных тренерок. Это те девочки, которые тоже были отобраны с потенциалом обучать уже непосредственно в своих школах других девочек и мальчиков тоже, потому что STEM-направление относительно новое, но в школьной среде оно не использовано и не используется в широком масштабе. У нас есть STEM-предметы, мы называем это химия, биология, география, математика, информатика. Те предметы, более 11 предметов сейчас, начиная с начальной школы до вот старшей школы. Но именно STEM, как новые подходы к обучению, новые направления, связанные с развитием жизненных навыков, коммуникация, коллаборация, креативность, критическое мышление. Это, к сожалению, сейчас пока в школе на таком уровне масштабном отсутствует. И девочки как раз-таки обучаются этим навыкам и потом распространяют этот полученный опыт через эксперименты, челленджи, через работу над проектами уже на уровне школы. Это как внеклассная деятельность у них. Это очень интересное направление. И вот как ментор нам, девочки, мы, получается, перед ними мы делали презентацию о том, кто мы, чем мы занимаемся, как мы пришли в направлении из STEM-сфер,
чем мы можем помочь, какая у нас, допустим, основная компетенция. И девочки уже сами выбирали своего ментора. У меня было на начальном этапе 18 девочек, которые И вы выбрали меня всех как ввели? ментора, но до конца дошли всего лишь 5 по разным причинам. Да? Первая причина – это возможность девочек вообще получить вот этот доступ к такому внешкольному менторству. И, по сути, менторство – это не просто, когда ты показываешь, учишь или еще что-то делаешь, ты общаешься с ребенком, с девочкой в данном случае, и рассказываешь о том вообще, какие бывают барьеры и как можно с ними справляться. Да? То есть девочки начинают делиться, и, к сожалению, не всех пускают родители, не всех, возможно, есть время. Некоторые посвящают больше учебе. И есть родители, которые говорят, моей девочке важно сдать только ОРТ, например, то есть больше ей ничего не нужно. Да? А здесь мы говорим о том, что помимо знаний, как бы таких, которые позволят им поступить в университет, наша вот менторская помощь, она помогает им определиться с профессией, определиться с направлением, тем, чем они хотят заниматься дальше по жизни, потому что не всегда профессия является тем, чем они занимаются по жизни. И мы даже на своем примере иногда это тоже доказываем, показываем, что можно несколько раз менять профессию, это нормально. Скажите, а вот как вы общаетесь с родителями тех девочек, у которых есть там потенциал, но родители против? Я, признаться, удивлена. Я хотела задать этот вопрос, а вот если такие родители, я была уверена, что вы скажете, нет, все родители рады, все, наоборот, хотят, чтобы девочки вот в этой программе участвовали. То есть проводятся какие-то беседы с родителями? Не пытаетесь вы выяснить, почему вы не пускаете вашу дочь? Чего они лишают ее в будущем? Ведь это совсем другой уже будет вектор развития. Да, конечно, мы ведем активную работу тоже с родителями, потому что не все родители понимают, что для девочек это очень важно, участие в проекте. И вот особенно мы это ощутили, когда девочек готовили к ОРТ, то есть там тоже закладывалось как бы определенное финансирование на каждую девочку, то есть они бесплатно посещали курсы ОРТ. То есть это организовывал этот СЭКом, тоже известный, да, который готовит к ОРТ, и, к сожалению, какая-то часть девочек, да, ну, малое количество девочек, они просто-напросто не ходили, не посещали, то есть родители запрещали. То есть нам приходилось выходить на связь с этими родителями, да, то есть систематически организовывать беседы с родителями, объяснять им, что это очень важно для девочек и так далее, то есть и благодаря этому проекту мы своего рода сами выступили в качестве менторов для этих родителей, то есть получается мы объясняли, что ждет в будущем этих девочек и так далее. А удалось этих девочек вернуть потом в проект, какой-то процент? Да, какую-то часть удалось, но может быть 3-4 девочки, они так и не стали ходить дальше, ну, по определенным причинам, а так большая часть, с которой мы поработали именно с родителями, то есть они успешно, можно сказать, сдали ОРТ, и многие, где-то 80% девочек, которые участвовали вот в течение года, они поступили вот именно на направление STEM направление, то есть выбрали именно технические профили. Это тоже, я считаю, что результат работы всей команды данного проекта. Абсолютно согласна с вами. Но это очень вдохновляющий проект, и это вообще чудесно, что у нас есть такие проекты, есть такие люди, как вы, неравнодушные, готовы заниматься этим, посвящать себя. Поговорим более подробно, значит, о теме «Девочки в науке» после рекламной паузы. Не переключайтесь, пожалуйста. Дежурная по вечеру. Айгуль Курманова. Продолжаем наше чрезвычайно важное, мне кажется, сейчас общение. И я, когда готовилась к сегодняшнему эфиру, я посмотрела всякие разные сюжеты из разных стран, и меня удивило то, что, оказывается, вот этот вот стереотип, какой-то совершенно ужасный, необъяснимый мне, типа, да зачем тебе? Ты борщи умеешь готовить? Детей рожай, там, муж пока придет голодный, покорми, потом спрашивайся, зачем тебе учиться? Это, оказывается, не только в нашей стране, не только в странах Азии, это, представляете, и на хваленном нами Западе тоже есть такие стереотипы, и в России, и везде. Хотя очень много девушек, которые занимаются наукой очень успешно.
которые владевают техническими какими-то профессиями. Вот, например, в моем понимании, там, политехнический университет – это исключительно место, где учатся мальчики. Вот Кыргызско-германский институт технический тоже я думала, что только мальчики. Во-первых, давайте вот это будет такой двусоставный вопрос. Почему до сих пор в 21 веке есть такой вот глупый, совершенно ничем не подкрепленный стереотип о том, что женщина должна рожать детей и сидеть дома? Вот, да, муж работает, а жена хорошая. И почему, правда ли, что у вас в институте больше мальчиков, чем девочек? Потому что я сейчас услышала вне эфира обратную статистику, это меня удивило. Да, ранее статистика показывала, что на самом деле в нашем институте, именно в кыргызско-германском, обучалось больше мальчиков. Но с 2015 года, вот совместно с фондом Розы Утунбаевой, как раз-таки мы запустили как бы проект, как зимняя школа STEM, летняя школа STEM и так далее. То есть в рамках этой школы мы как раз-таки организовывали разные мастер-классы для девочек, чтобы их заинтересовать, чтобы они в будущем выбирали технические направления. И, к счастью, вот этот, можно сказать, наша работа совместно с фондом Утунбаевой, она по сегодняшний день приносит свои плоды. И вот сегодня вот Елена тоже подчеркнула, что на самом деле даже на направление помощь настроению по энергетике к нам поступает очень много девочек. То есть если сравнить другие факультеты нашего университета, то у нас показатели намного высокие. Да? И вот вопросы девочек на самом деле стоят они очень остро, и это очень актуально для Кыргызстана. Почему? Потому что как сама женщина-ученая, я знаю, что на самом деле наукой заниматься это нелегко, требует очень много, можно сказать, времени, средств и так далее. И девочки, они тоже должны понимать, что это очень важно, потому что вот именно женщины, которые добились успехов в научной деятельности, они на самом деле покоряют, можно сказать, мир. Например, можно привести пример Асель Сарбаева, да, то есть наша гордость. Поэтому не надо бояться. И вот мы вот с Еленой, да, как раз-таки нацелены на то, чтобы привлекать девочек именно в инженерной специальности. Вот в рамках менторской программы как раз-таки мы объясняем, что это очень важно. И вот эти стереотипы, которые по сегодняшний день существуют в нашем обществе, наша задача как раз-таки разрушить этот стереотип. И вот Елена только что сказала, что она вот скоро поедет в Нарынскую область, как раз-таки будет работать именно в этом направлении. Вот Елена Расскажите тоже, о предстоящей поездке. На данный момент мы сейчас занимаемся тем, что развиваем технологии дизайн-мышления, когда человек может создавать свои продукты, услуги, инновации, быть создателем. Этому можно научиться. Есть определенные алгоритмы, как это можно сделать, и дизайн мышления, как одна из методологий, очень хорошо в этом помогает. Как раз-таки в дизайн мышлении задействованы два полушария человека, человеческого мозга, и мы используем как и творческую составляющую, так и логическую. И как раз-таки девушки и в работе, в коллаборации, в командной работе очень активно здесь проявляется, и как раз-таки видишь возможности создания тех инноваций, которые они могут сделать совместно, конечно же. Это метод, который использует командную работу, и он не предполагает такого индивидуалистического подхода, который раньше был использован при создании инноваций. Вот вы задали вопрос, почему у ученых очень много мужчин и мало девушек. Потому что как раз-таки индивидуалистическая такая конкурентная среда, где нужно было показывать, сравниваться, она создавалась вот таким, скажем, подходом, когда мы на личности строили, да, и личность, так, у которой было время, она строила возможность вот создания таких инноваций. Сейчас вот говорят о том, что прошла вот эта 4-я революция, где инновации могут создавать все, и включая девушек, и очень много, к примеру, много стартапов, которые создаются девушками, много компаний, продуктов, услуг, которые, вот Динара Руслан, да, пример очень для Кыргызстана хорошей
когда девушка, конечно же, с командой может создавать стартап, который сейчас выходит на международный уровень. И это тоже пример очень классный для Кыргызстана, потому что этим ломаются стереотипы, что девушка не может ничего создать. В частности, вот наш тоже стартап, мы называем его социальный стартап, где мы привлекаем больше девушек в технологии, в инжиниринг, в науку. И мы называем его социальным, потому что мы больше работаем как раз-таки с девочками, с родителями, с учителями, помогаем им понимать вообще, что такое STEM-образование, как развиваться, как работать, как изучать методологию дизайн-мышления для того, чтобы действительно попробовать себя в создании инноваций. И знаете, что интересно, мы обнаружили при проведении тоже исследования в работе с нашими участниками, мы увидели, что в школьной среде в Кыргызстане, к сожалению, сейчас фокус делается на, так скажем, навыки мышления низкого порядка называется, да. И когда мы только учимся запоминать что-то, мы учимся там пересказывать, минимально применять эти знания, минимально, но в целом как бы это хранится таким багажом, да, наших знаний, и, возможно, мы никогда их там не будем использовать. А сейчас же говорят о том, что необходимо развивать навыки высокого порядка, мышления высокого порядка, и к таким навыкам относятся как раз-таки умение что-то создать, умение анализировать, умение оценивать ситуацию, проводить исследования, эксперименты проводить, челленджи, да, то есть мы кризис воспринимаем уже не как проблему, а как челлендж для того, чтобы исследовать, с какой стороны его, и дальше уже как раз-таки справляться вот с такими сложными подходами, сложными ситуациями через такие простые, легкие схемы и методы, которые позволяют создавать что-то новое. И говорят как раз-таки, что проблема – это возможность для инноваций. То есть там, где много проблем, можно создавать много-много инноваций. И вот мы сейчас пытаемся это разрушить, ездят в Кыргызстан и проводя такие тоже называются кемпы, лагеря для молодежи по дизайн-мышлению. И это тоже помогает им увидеть, у нас даже были такие инсайты от участниц, что я увидела, как можно поменять ситуации, как можно вносить изменения в свою жизнь, даже на уровне там, своего просто быта. Это чудесно. Но вы обе при всем при этом сказали, что заниматься наукой, заниматься исследовательской деятельностью – это очень сложно. А мне кажется, для женщины это немножечко сложнее, потому что вот насколько остро, по вашему мнению, вот в нашем обществе, да и вообще в мире, перед женщиной стоит выбор – наука или семья? Потому что если мужчина, например, это совершенно, наверное, нормально, оправданно, кто-то там жена родила, или там он оставил детей, там жене и пошел там работать, да, это одно. Но когда женщина сама ходит в беременность, кому она оставит ребенка? Есть ли какие-то у нас, может быть, что можно сделать для того, чтобы вот этот выбор облегчить? Вообще он есть или нет? Стоит такой острый выбор перед Конечно, женщиной? есть выбор. Вот из своего опыта я могу сказать, что действительно, если женщина поставит для себя какую-то цель, то на самом деле можно добиться, решая, конечно же, непростые задачи, но, естественно, можно параллельно и за семьей смотреть, то есть детей воспитывать и параллельно заниматься наукой. То есть в нашем обществе молодые девочки, они не умеют правильно строить планы, да, то есть правильно тоже как бы контролировать свое рабочее время, то есть распределять свое время и так далее. То есть если правильно уметь распределять время, то, соответственно, можно добиться очень многого. И поэтому из своего опыта я могу сказать, что можно заниматься и наукой, и делать карьеру, и воспитывать достойно детей, потому что я считаю, что все-таки женщина, она должна быть образованная. То есть она не должна быть уровнем ниже своего мужа, да, почему? Потому что женщина-мать, она в первую очередь, она воспитывает детей, и образованная мать всегда воспитает образованное поколение, да, и поэтому вот в народе тоже говорят, если воспитаешь одну девочку, воспитаешь целое поколение, воспитаешь одного мужчину, воспитаешь одного индивида, поэтому я считаю, что наукой можно заниматься. И это не такая... Я имела в виду, проблема в том, что
естественно, требуются какие-то средства, да, допустим, элементарно там выпускать какие-то статьи, это стоит денег, да, но в этом направлении я считаю, что государство тоже должно помогать нашей молодежи, да, чтобы они как-то могли добиться успехов именно в научной деятельности. И это, конечно же, очень много разных факторов, которые нужно решать совместно с министерствами, с ведомствами, чтобы на самом деле вот именно очень много одаренной молодежи, да, которым мы должны помогать. И вот как раз-таки вот проект «Девочки в науке» делает очень много для того, чтобы из девочек, которые практически не понимали, что такое STEM-направление, вырастет таких людей, которые будут полезны для нашего общества. Но все-таки наука – это ведь очень конкурентная среда. И вот когда вопрос стоит о том, семья, дети, то есть мужчине гораздо легче. Там же надо постоянно печатать статьи в журналах, чтобы не выпасть из обоймы. Постоянно вести эту научно-исследовательскую деятельность. Я сейчас не конкретно о девочках говорю, а уже о тех женщинах, которые уже погружены в это. И в этом смысле, конечно же, денег стоит и там статьи, да, эти печатать, все время быть в тренде. Ну так какие-то, может быть, ясли надо придумывать для того, чтобы государство это брало на себя воспитание детей. Каких-то, может быть, нянь предоставлять. Я вот в том смысле, что этот вопрос быта, он ведь тоже остро стоит. Я хочу привести несколько примеров. Вот, у меня пока нету своих детей, но есть примеры вот подруг, которые и даже коллежанок, с которыми мы работаем, создали наш фонд. И у нас есть прекрасная Мадина Самыкбаева, которая развивается в науке, и у нее 2 деток. При этом у нее муж программист, который ей помогает воспитывать деток, и он разделяет с ней семейный быт, уход за детьми, какие-то обязанности семейные. И это, конечно, тоже то, что нужно воспитывать и развивать в обществе. Сейчас это, к сожалению, скорее исключение, чем правило. Да, когда есть вот такой пример и есть возможность и понимание со стороны вот мужчины тоже вкладывать совместно, потому что действительно, как Анипа сказала, дети, они очень много получают от матери. Вот действительно невозможно представить, что будет через 10-15 лет, когда все будет автоматизировано или цифровизировано, и как девушки, женщины, которые не знают, не сталкиваются с возможностями, там, допустим, создать свою почту или отправить перевод денежный, да, через денежные кошельки или онлайн-банкинг. И это они не смогут сделать, поэтому очень важно уже сейчас начинать с того, что как раз-таки говорить и с девочками, и с мальчиками, что мир настолько поменялся, что мы все можем вкладывать в общую экономическую ситуацию, как в семье, так и в стране. Поэтому здесь, конечно же, эта работа должна проводиться не только с девочками, как мы говорим, что девочек нужно привлекать в науку, но и с мальчиками, говоря о том, что необходимо разделять, поддерживать друг друга в семейном быте, в экономических вопросах каких-то и совместно строить карьеру. Сейчас я вот для себя решила, что конкуренция уже закончилась, в мире столько возможностей, любой может себя реализовать. И здесь говорить о конкуренции, это на самом деле очень сложно сейчас, потому что столько еще открытий не сделанных, и как раз-таки женщины своим чутьем могут внести очень много в развитие науки и вообще развитие человечества. Понятно, да, вот с мальчиками говорить важно. Я сейчас вдруг подумала мельком, что особенности нашего среднеазиатского региона в том, что ведь девушка, выходя замуж, она выходит замуж практически за всю семью, получая в приданое кучу родственников, которые тоже имеют свое веское слово. Там свекр, свекровь, которые могут сказать своему сыну, что ей дома не сидится. Пусть и дома. То есть вот здесь вот, наверное, все-таки колоссальная работа какая-то, да, предстоит. Еще вот такого плана у меня вопрос. Почему так мало женщин нобелевских лауреатов? По статистике, оказывается, их там просто вот небольшая часть. Это вот как вы думаете, с чем это связано? И открытие в основном женщин, которые занимаются наукой, они в основном занимаются наукой, это там психология, социология, то есть вот какие-то космические, там, технические, там, молекулярная там, или ядерная физика, что там вот в основном мужчины. Это как-то объясняется с вашей точки зрения? Я, знаете, читала такое исследование интересное. Хотя я прошу прощения, еще добавлю, хотя в основном вот в университетах, в институтах это же все научные работники, преподаватели в основном женщины, понимаете? И в аспирантуре, и везде вот все. Как так получается, что потом все-таки вырываются наверх и в таких сложных областях мужчин? Интересное исследование, результаты которого показывают, почему именно в науке как раз-таки очень много мужчин и мало девушек, женщин.
И как раз-таки очень много там индивидуальной работы и коллективной работы. Как раз в коллективной работе всегда руководителем ставится мужчина, а в команде все равно присутствуют девушки. Но когда говорят о каком-то достижении, открытии, всегда ставят, конечно, руководителя, да, вперед. И по данным данного исследования, как раз в советское время и вот на постсоветском пространстве где-то 45% девушек, женщин вовлечены в науку, но они не проходят вот до уровня, скажем, нобелевских лауреатов. Да? И здесь, конечно, очень много вопросов со стереотипами, с возможностью продвижения девушек, женщин, устранением барьеров. Даже в той же науке очень много все равно существует препятствий. Как Анипа говорит, есть там финансовые необходимые вложения. Да? То есть девушка, женщина, она всегда думает о семье в первую очередь, да, о том, что зачем, возможно, ей вкладывать в науку, если ей нужно вкладывать в семью, в развитие там, образования детей. И опять-таки это сказывается на том, что необходимо работать как и с государственной политикой, да, с уровнем вообще информирования и населения о том, что возможности у всех равны, но препятствия и барьеры у всех разные. Вот это нужно очень понимать, потому что прежде чем, допустим, пойти на работу, нам нужно накормить всех, завтрак приготовить, да, всех, и потом только пойти на работу, да, это тоже интересный факт. Можно, конечно, менять, да, когда завтрак готовят, или вы совместно идете завтракать куда-то. И здесь это уже работа совместная, но не только девушек. Вот мы всегда говорим, что девушки, у вас все, так скажем, двери открыты. Действительно так. Сейчас нету ограничений в возможностях, где развиваться. Но есть барьеры, которые стоят перед девушками, и вот эти барьеры, их тоже нужно замечать и нужно устранять. Вот мы говорим о том, что в университете, да, поступает на входе в университет больше мальчиков, но выпускается больше девушек. До конца доходит больше с этой девочек. скрупулезностью, с этим подходом, это девочки. И мальчики, они раньше начинают работать, например, да, то есть для них все-таки вот этот факт того, что они должны приносить деньги, зарабатывать, да, то есть для них, оказывается, это тоже стереотип, да, с которым нужно работать сейчас, потому что девушки тоже могут работать. Я начала работать с 3-го курса, да, то есть для меня это было, в принципе, нормально. И это тоже сейчас нужно тоже развивать и смотреть, как это будет менять наше общество тоже. А учитывая тот фактор, что когда ты говоришь через 50 лет, сейчас уже новые данные научные говорят о том, что уже через 30 лет будет везде роботизация, и многие профессии, там 100 с лишним даже, по-моему, есть порядка сотни, исчезнут вообще. Ну, например, кассир, еще кто-то. Вот вы этот вопрос тоже как-то разрабатываете с девочками? Потому что у нас, ну вот кассиры в основном это девочки, что-то такое вот, то, что может заменить человеческий труд на труд машины, почему-то достается женщинам больше. Вот вы это же тоже, наверное, наверняка прорабатываете с ними. Какие профессии вы рекомендуете выбирать девочкам сейчас? Какие направления, может быть, какие университеты вдруг сейчас, я уверена, много девочек смотрят и уже заинтересовались и проектом, и вообще тем, что мы сейчас обсуждаем? Ну, как раз-таки цель этой менторской программы, я уже сказала, что мы должны, то есть направлять, объяснять, и мы им, естественно, объясняем, что в будущем действительно есть такие направления, которые просто-напросто пропадут, можно сказать. И вообще сегодня, на самом деле, каждый из нас должен понимать, что какая бы компания ни была, туда требуются мультиспециалисты. То есть, если даже имея, допустим, инженерное образование, техническое образование, то есть если я не умею владеть там, не знаю, как вообще пользоваться там современными IT-технологиями, да, то есть если я не буду знать какие-то иностранные языки, допустим, у меня не будет знаний в области юриспруденции, экономики и так далее, то есть, естественно, пробиться куда-то выше будет мне тяжело, поэтому любая компания действительно будет привлекать
к себе мультиспециалистов, которые будут обладать во-первых, там каким-то техническим образованием, тем не менее, человек будет владеть несколькими иностранными языками и так далее. То есть этой компании будет легко, и на самом деле такой человек, он будет развивать дальше компанию, потому что любая компания строится на 3 китах, то есть технология, техника – это, естественно, собственность компании, но человеческий потенциал, люди – это, можно сказать, очень тяжело найти действительно хорошего специалиста. И если раньше, например, на работу привлекались там, по знакомству и так далее, то сейчас уважающаяся компания, которая действительно хочет быть номером 1 на рынке, естественно, он будет привлекать себе действительно высокопрофессиональных специалистов. И поэтому вот в рамках этой менторской программы мы объясняем девочкам, что девочки, они не должны, то есть идти только в одном направлении, то есть они должны во многих направлениях развиваться и получать какие-то знания, потому что это в будущем им пригодится. Время вот этих узких специалистов, оно уже, видимо, Да. кануло в лету. Ну, вот сейчас тогда заключительный вопрос, как попасть к вам в программу? Может быть, девочка учится сейчас в школе в какой-то, которая не входит вот в те 80 школ, которые внутри вашего проекта сейчас находятся. Что делать таким детям, которые хотят попасть к вам в программу? Может быть, родители загорелись? Куда обращаться? Ну, конечно же, мы уже отметили, что в рамках данного проекта могут участвовать девочки только из пилотных школ. Только из Но этих школ. Это не проблема. То есть я уже отметила, что вот фонд инициативы Розы Утымбаевой уже долгое время, на протяжении почти 7 лет, ведет активную работу в этом направлении. Поэтому если, например, девочки хотят вообще связать свою судьбу со STEM-направлением, может быть, они нуждаются опять-таки в менторской помощи, то я думаю, в этом нет никакой проблемы. Они могут обратиться в фонд инициативы Розы Утымбаевой. То есть мы, можно сказать, вот Лена, я лично, да, мы готовы помочь этим девочкам, и поэтому, то есть контактные данные тоже могут они взять в фонде, и, естественно, мы по мере возможности, независимо от того, что они в этом проекте, мы всегда им поможем. Это здорово, это прекрасно. Я хотела добавить, что еще вот у фонда и вот у наших инициатив уже есть социальные страницы в интернете, куда они могут подписываться, там, STEM-КР, да, то есть прям... Это где? Это в Фейсбуке, в Инстаграме? В Инстаграме, в Твиттере, Фейсбуке есть, очень активно в Инстаграме, потому что, оказывается, по статистике девочки сидят у нас больше в Инстаграме, и есть целые страницы, там, ДКИ, вот, да, потом... Центр защиты детей, они могут найти через Google, найти эти страницы, уже есть эти возможности, где они могут подключиться и уже начать вовлекаться в эту сферу, потому что даже вот на этих страницах проводятся прямые эфиры с очень классными девушками, примерами, ролевыми моделями, которые могут делиться информацией и советами мотивировать девушек и также их родителей. Это прекрасно, вообще чудесно, замечательно. Девочки, обращаемся к вам сейчас. Во-первых, с Международным днем девочек, и вас тоже, и всех девочек, Спасибо. которые нас сейчас смотрят. Прекратите сидеть в ТикТоке, подписывайтесь на умные странички в Инстаграме, потому что вот все, что вы делаете сегодня, и вообще жизнь – это есть результат выбора, да, всегда. Поэтому вот каждый кирпичик, фундамент своей счастливой судьбы будущей, пожалуйста, уже вкладывайте сегодня. В общем, будьте целеустремленными, смелыми. Мне кажется, что вот как раз-таки женщины, они обладают даже такой смелостью, которой обладает не всякий мужчина. Вы такие адаптивные. Спасибо вам за то, что пришли, за то, что подняли настроение, потому что я понимаю, что у нас есть будущее. Вот. Ну а вам счастливой трудовой недели. Прощаюсь с вами. Пока-пока. Ой.